Спортивная жизнь республики возобновляется. Столица Башкортостана готовится принять международный турнир по регби-7. Именно об этом поговорим сегодня в программе интервью. Здравствуйте. И я представляю сегодняшнего гостя. Это Дмитрий Кондрашов, менеджер команды регбийного клуба «Уфа». Все верно, Дмитрий? Все верно. Добрый Ну день. что ж, мы в ожидании международного турнира по регби-7. Вообще, знаете, за то время, что у нас не было не то что международных турниров, региональных состязаний у нас не проводилось, мы немного от этого отвыкли, мы привыкли уже к онлайн-формату, а вот теперь вы нас возвращаете в офлайн, и мы этому несказанно рады, конечно. Что за соревнования, где пройдут, как туда попасть? Мы сами очень рады, что сезон неожиданно возобновляется, и для Уфы в частности. А как туда попасть? Да очень просто. Прийти на стадион «Динамо» 12-13 сентября. В общем, приходите, билеты, пожалуйста, по городу раздаются. Ну, вход свободный для всех и каждого. Международный турнир по регби-7. Какие команды приедут? За счет участия каких сборных, представителей каких стран мы получили статус международных? Не зря называется турнир союзных государств, да, международный турнир союзных государств. Будут команды с России, Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, ну еще ряда стран. 12 лучших команд приедет в Россию, в Уфу, и будут биться за главный приз. Насколько это серьезные соперники? Ну, это очень серьезные соперники, это профессиональные команды, это люди, которые получают за это деньги на контрактах, как говорится. Это профессионал своего дела, соответственно, и уровень соответствующий. Призовой фонд не слабый, поэтому тоже это очень будет интересно посмотреть каждый, как будет соревноваться. Ну, это у кого-то это часть этапа подготовки к каким-то другим соревнованиям официальным, в плане чемпионата России, там, туров чемпионата России, вот, как-то так. Призовой фонд интересен и нам. Какой призовой фонд, раз уж сказали говорите вы? Это будет тайна. Это будет тайна. Приходите, посмотрите, увидите. Будут вручаться, все это будет классно. И еще в рамках турнира будет самый крупный в России проводиться регби-фест. Это отдельное, как бы, параллельное мероприятие, да, которое всякие активности интересные для жителей города. Да. Приходите, поучаствуйте. Там тоже будут разыгрываться призы, подарки для детей, для взрослых. Но это будет круто. Хедлайнером будет Иван Иванович Охлобыстин. Вообще он является официальным лицом турнира. Так как пандемия у нас наступила, да, как говорится, такой момент. Вообще в рамках проведения турнира в Питере, да, турнир свой проводится. И вот он дал согласие быть хедлайнером официальным лицом нашего турнира тоже. Он будет участвовать как на самом турнире, присутствовать в конференциях, ну и всяких промо-акциях. Вот регби-фест вы рассказали. Что это за мероприятие? Что там будет интересного? Ну, это будут некий концерт, плюс активности, всякие развлечения, это угощения, плов там и так далее, наши всякие национальные блюда. Ну и самое главное, это именно всякие соревновательные моменты, приближенные к регби. Там, не знаю, бросить мяч, попасть в какую-то там цель, пробежать, ну, почувствовать себя на долю момента регбистом. А будет ли проводиться какой-то набор? Может быть, желающие заняться этим видом спорта смогут записаться? Есть такая возможность или просто посмотреть? Не, набор никогда не останавливается. Можете написать нам в любой соцсети, Facebook, Instagram, ВКонтакте. Пожалуйста, мы всем рады. Регби в Башкирии и в России в частности. Есть такой девиз: регби для всех и каждого. То есть неважно какой ты комплекции, неважно какого-то возраста, приходи, и в регби найдется место для всех. Вот вы сейчас говорите о том, что будут не только соревнования, что будет еще и фестиваль. Естественно, в этом плане интересует, как будут соблюдаться санэпидемиологические требования. Ну, будут соблюдаться в соответствии с постановлением правительства. Масочный режим, соответственно, тоже никто не отменял. Специальная рассадка, проверка на приходе на трибуну, проверка температуры. Спортсмены будут допускаться только при наличии таковых стандартных условий. Это страховка, медицинское обследование стандартное. Ну, еще обязательно справка об отсутствии, да, заболеваний, как ковид. Каким образом будет обеспечиваться безопасность, например, вот плов, открытая еда и так далее? Сейчас же пока вот это вот не практиковали. То есть это рассадка, да, определенная, то есть и, соответственно, ну, это все же лицензируется государством,
проверяется, у нас все под контролем, поэтому все службы соответствующие министерства знают о проведении нашего турнира. И все постановления правительства, как проводить массовые мероприятия, как их организовывать, все в рамках этих регламентов. Турнир по регби-7 пройдет на базе стадиона «Динамо». Да, и как готовите спортивный объект? Наверняка же поле немного нужно видоизменить, что-то сделать. Как меняете? Да, благодаря проведению этого турнира в республике поле будет подведено под стандарты международные. На данный момент, прямо сегодня, сейчас монтируются специальные регбийные ворота, да, заливаются чашки и так далее, ну и ставятся они ворота. Часть поля будет модернизироваться в рамках искусственного поля. Динамо — это же искусственное поле. Соответственно, полуоси по краям, по торцам полей будут тоже. И все это останется в республике. Соответственно, там будут организованы мини-футбольные поля. Соответственно, дополнительно могут потом детки приходить заниматься, и взрослые тоже. То есть турнир помогает не только регби, но и в целом республике модернизировать свои спортивные площадки, да, чему мы несказанно рады. Вот, каковы шансы башкирской команды победить на этом турнире? Ну, мы же, естественно, мы же хозяева, мы хотим увидеть триумф и победу. Ну, это, знаете, как с беременностью. 99,9% будет победа. Чуть-чуть долечку сомнемся. Вот. А так, ну, только победа. Другого настроя нет. Как готовится команда? На данный момент сегодня она выезжает на предсезон, ну, перед турниром, такой промежуточный турнир в город Ижевск. Команда вот прямо сейчас буквально в течение там нескольких часов выезжает. Обкататься, попробовать себя, какие-то тренерские задумки реализовать. Ну, просто тренировочный процесс. Вот она прямо сейчас готовится, выезжает на турнир. До этого выступали на каких-то соревнованиях или, я имею в виду, какой послужной список у нашей команды башкирской? Ну, наверное, самое такое значимое — это второе место на международном турнире по снежному регби в городе Тарвизио, это Италия. 2,5 года назад мы летали. Ну, второе место очень круто, прям чуть-чуть нам не хватило до победы. Вот. Ну а так все значимые турниры мы входим в топ-10 команд по пляжному регби. Буквально вот мы вернулись только с города Москва, с Кубка России. Ну вот такие вот мы в топе. Ну, то есть снежный покров оказался немного комфортнее, да? Ну да, можно сказать и так, поближе к российскому духу, да, наверное, вот мы на международной арене себя показали очень хорошо. Но давайте при этом отметим, что команда существует не так давно. В каком году она была создана? Команда совсем молодая, федерация в частности тоже, это буквально с 2016 года. Пусть, ну, такими семимильными шагами по сравнению с другими федерациями движемся. Не каждому доверят проведение таких турниров. Мы себя зарекомендовали только с хорошей стороны, поэтому нам доверили проведение такого турнира. Давайте немного просветим наших телезрителей, да, если вдруг кто-то не знает, что это за вид спорта, регби-7, почему именно 7, давайте расскажем. Давайте. Почему регби-7 называется? Ну, это всего лишь очень просто, 7 человек в поле. То есть 7 человек с одной стороны, 7 человек с другой стороны. Все существует классическое регби, откуда оно родоначальники идут, с города регби, кажется, так называется, не могу, сейчас не помню. 15 человек в поле, это регби 15, классическое регби. Также есть современная вариация, это регби на снегу и регби на пляжное регби, да. То есть, в принципе, занимаясь регби, вы можете соревновательный сезон, у вас будет 12 месяцев в году. Прям абсолютно. С одного сезона вы вкатываетесь в другой. Вот сейчас регби 7, там регби 15 уже сезон заканчивается. Пожалуйста, переходите в зимнее регби. Зимнее закончилось, переходите в пляжное регби. То есть очень универсальный вид спорта. С виду может быть очень травмоопасно, на самом деле очень все безопасно и классно. Я еще раз повторюсь, это регби для всех и каждого, любая комплекция, от мала до велика, очень такой универсальный вид спорта. И абсолютно не травмоопасно, видите, живой человек, целый, не поломанный. Вот. Что еще? У нас есть секции, да, детские, и студенческие. Студенты у нас победители студенческого турнира в городе Казань. Ну вот мы, мужчины, уже взрослые, кто в топе, в топ-10, да. Поэтому приходите, будем рады. Со скольки лет вы принимаете детей? Ну, в школах где-то с класса, наверное, ну, с 5 уже занимаются детки. То есть у них специальная программа, есть разновидность регби, называется тег-регби, когда исключены полные контакты. Они определенный пояс, на поясе есть резиночки, они обязаны эти резиночки сорвать. Все приучаются вот
постепенно они вовлекаются в регби. Регби это такой, можно сказать, не просто коллективный, а семейный вид спорта, потому что у нас погружаются в семьи, жены, дети, родственники, все начинают интересоваться, потому что можно прийти, что нужно, мячик и все. В принципе, какой-то небольшой кусочек земли, можно поиграть, покидать, развлечься. У вас тоже вся семья принимает участие в регби? Ну, супруга пока борется с этим, сыну выбора нет, сын занимается, ему хотя 3 лет нет, но у него специальный детский мячик, он кидает, получает удовольствие. Ну, надо сказать, что действительно башкирский клуб развивается, да, и сейчас в топ-10, вот вы сказали, что взрослая команда входит, но при этом очень уверенно выступает и молодежь. Студенческая команда блеснула в столице Татарстана, все верно? Да. Проводился студенческий турнир, достаточно хорошее представительство было. Наши соседи, наверное, очень сильно надеялись на победу, но мы так вот немножко им чуть-чуть ложку дегтя в бочку с медом подсунули. Привезли турнир, кубок, студент. Для нас это прям очень серьезно, потому что именно организация студенческого спорта это такая прям наша первостепенная задача школьного и студенческого спорта. Вот. Ну, в дальнейшем планируется у нас организация студенческих лиг, объединить всю республику к этому, не только в Уфе. Вот сейчас в Стерлитамаке, в поселке Инзер, ну и в других городах. Создаются секции. Создают секции, открываются прям ставки, все официально, как бы прям очень заинтересованность большая. Мы участвуем в различных активностях, все, что в республике проводится, какие-то активности, мы стараемся в них везде присутствовать, популяризировать не только регби, но и в целом здоровый образ жизни. Вот. Поэтому как бы так мы стараемся везде побыть. Интересно, что вы популяризируете этот вид спорта, причем популяризируете по всей республике. Ну, особого инвентаря не нужно, как помогаете, вот и какого-то специального поля, площадки и так далее. Вот как эти вопросы решаются? Ну, инвентарь там особо, да, вы правильно сказали, не нужен, шорты, футболка, в принципе, мячик, да, и какие-то некие такие с обычной физкультуры, да, которые применяются, там, не знаю, лесенка, еще что-то, еще что-то. Самое главное это обучение тренеров, обучение и передача опыта, чтобы они дальше делегировали на местах. Больше-то ничего не нужно, просто нужно желание, вот и все. Ну что ж, международный турнир по регби-7, Уфа примет его уже 12-13 сентября. Вход свободный, билеты можно получить в подарок, все правильно понимаю? Да. И брендированный автомобиль колесит сейчас по улицам столицы. Да, рекламы, пост висит по всему городу практически, то есть это экраны, медиаэкраны, какие-то баннеры с рекламой, обратите внимание, приходите. Оставляем на билеты, да, у вас есть интересные розыгрыши, поэтому... Мы обязательно разыграем эти билеты в наших социальных сетях, в наших группах. Спасибо большое, Дмитрий, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, какой турнир пройдет у нас в Уфе. А самое главное, что он пройдет не онлайн, а офлайн. Честно говоря, мы уже соскучились по таким соревнованиям. Спасибо огромное. Победы вам. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с Дмитрием Кондрашовым, менеджером команды регбийного клуба Уфа, о предстоящем в Уфе международном турнире. Спасибо, что были с нами, любите спорт и будьте здоровы!